В эфире программа «Пропеллер». Всем привет! Здрасте, здрасте. А начнем мы со смеха, потому что первый сюжет посвящен КВНу. На самом деле хочу добавить про школьный КВН, то, что он у нас зародился, примерно лет 15 назад. Основоположником его был Колодезников Василий Семенович. Для всех КВНщиков, которые играют со школы, это как папа такой. КВН в последнее время стал каким-то трендом. Молодежь объединяется, стремится, там покупает билеты. Есть такое, что даже билеты заканчиваются, когда ты только пришел в кассу и думаешь, что «ай, приду, куплю в день игры», а ты приходишь, и билетов уже нет. И оказывается, это достаточно популярное событие. Это было пугающе, на самом деле. Я не ожидал. Сегодня четвертьфинал, начало сезона. Все команды, в принципе, нормальные. То есть раньше было хуже. То есть сейчас у каждой команды есть руководитель, который передает свой опыт, поэтому достаточно смешно у всех. Как быстро стать популярным в интернете? Будь как я, Snoop Dogg. Давайте подумаем. 26-я школа. Начинаем. Я мистер сегодня. Дорогой, ты заметил, во мне что-то изменилось? Да, тебя что, разбомбило? Ну да, я чуть-чуть прибавила. Но я еще волосы покрасила. Не, ну это я заметил. Но тебя реально за лето разбомбило. Дурак. Зато худой дурак. Дебил. Зато не жирный. Все, мы расстаемся. За что вы любите КВН? За эмоции. Как же давно да? Можно, например, учителю сказать, что у меня есть хобби там. Когда говорит, ты бездельник, я такой, нет, ты КВНчик. Да. Итак, представьте, угрозы учителя совпали с мечтами ученика. Вот Викулов, не сдашь ЕГЭ, станешь дворником? Yes. Свободный рабочий график. Но ставили мы все за 2 часа до редактуры. Арина, тебя даже черная полнит. А у тебя даже в ватниках ноги кривые. Как вы разговариваете вообще, пацаны? Все интервью испортили, все думают, что за дураки теперь. Это вырежу, да? А я люблю проигравших. В смысле, леди? Меня так-то Влад зовут. Вот. Ну, короче, КВН это хорошо. Школьный КВН это супер. Дипломом награждается команда «Все включено». А наш второй сюжет посвящен, наконец-то, той теме, в которой я что-то могу сказать, поскольку в КВН я не играл, а вот интеллектуальные игры всякие разные мне со школы были близки. И это игра «Квиз». У нас в команде в «Что, где, когда» есть ребята, которые играют в квиз, и вот по их отзывам, на самом деле, довольно интересно, и даже по меркам «Что, где, когда»шных вопросов, которые иногда бывают вообще зубодробительные, в квизе тоже встречаются достаточно интересные вопросы, которые интересно раскручивать, интересно разгадывать. Когда ты играешь только ради интереса, да, у меня почему-то лучше идет. А как только появляется какой-нибудь приз, какое-то денежное вознаграждение, удача сразу куда-то уходит. Вот вроде бы есть за что бороться, а не получается. Сегодня играет 19 команд по 6 человек. Прозвучат 25 вопросов на самые разные темы. Командам дается 30 секунд на решение одного вопроса. Это такой командный спорт, да, в котором мускулы – это ваши мозги. Сотовые телефоны, планшеты, гаджеты с выходом в интернет, энциклопедии, лежать на столах у нас запрещается. Неважно, пользовались вы или нет. Вторник, среду играют взрослые игры, да, то есть там от 18 лет идет. А в воскресенье мы играем школьные команды. А когда мы только начали играть, можно сказать, что эта ниша, она была такая незаполненная, да, то есть все играли борьбу умов, любят все смотреть «Что, где, когда». А вот здесь сейчас, вот именно в квизе, да, можно оказаться в гуще всего этого. Это
Такие папки получает каждая команда. Они наполнены разным содержимым. К примеру, здесь самым ключевым являются бланки, на которых команды записывают свои ответы и после отдают организаторам. Также в папке есть задания «Первые 10 вопросов». Именно они включают в себя картинки. Внимание, вопрос. В чьих фильмах можно увидеть режиссера? Команды выберите человека с хорошим почерком. Пожалуйста, немаловажно, уважаемые дамы и господа. У нас очень интересные вопросы, очень много с историей, очень много с литературы, очень много произведений искусства. Вот у меня друзья перед тем, как сюда прийти, рассказывали, например, примеры вопросов, например, то, что коррида длится 20 минут. Честно, в жизни бы никогда бы не узнал, как и почему. Самые трудные, сейчас скажу. Как зовут Оксану? Акулу, настоящее имя. Среди нас оказался игрок, который знает, как зовут акулу. Мы играем в полную силу, но нас не любят, на самом деле. Считают, что мы профессиональные игроки, что, где, когда и так далее. Такого нет, я такой же коллега, как вы. Что мы гуглим. Мы журналисты с Галей, да. Вот сидит учитель. Просто много читаем. Что еще делать зимой? Работа кончилась, домой идти неохота. Куда ни сети, у нас есть чем заняться. Да, интересно узнать что-то новое в развлекательной форме, соревновательной. Мне кажется, вдвойне полезно. Это гораздо лучше закрепится в голове. 15, 14, 13. Я являюсь капитаном команды «Переводчики». Сегодня мы выиграли 9000 сколько-то рублей, а также переходящий кубок игры «Квиз». Наша команда состоит, собственно, из практикующих переводчиков английского языка. Мы пришли в эту игру, чтобы поднять престиж профессии. Самое удивительное, что мы победили 3 раза подряд вот за последние 3 недели. То есть наша 3-я победа подряд. Все реально. Приходите, дерзайте, играйте. Следующий сюжет посвящен нашему другу Дмитрию Кононову. Дима съездил на чемпионат по велоэндуро, который проводился в Алуште. Попытать счастье, попытаться там что-то выиграть. И съездил он во 2-й раз. Кстати, мне тоже такую очень хорошую вещь сказали, что у велосипедиста велосипед, он как ноги. То есть он всегда может среагировать, да, там, то есть что ты с ним не делай, ему легче ехать на велосипеде, нежели на машине или там, ходить пешком, конечно, сложнее всегда. Должно быть полное слияние тела с велосипедом. То есть ты должен его чувствовать, его габариты там и так далее. Габариты это конкретные. Велосипедный кентавр должен получаться. Говоря словами одного из организаторов Enduro World Series, Enduro — это нечто среднее. Это не чистое самоубийство, как даунхилл, но и не чистое страдание, как кросс-кантри. Страдание имеется в виду физических нагрузок. Enduro — это праздник, это катание с друзьями, это фан. Это всегда очень весело и интересно. Приезжаешь, регистрируешься, своим ходом заезжаешь на гору, потом спускаешься по первой трассе, все, тебе засекли время. Потом ты едешь на старт 2-й трассы. Съехал, засекли время. Трассы называются спецучастками, а то время, когда ты едешь от спецучастка к спецучастку, это перегон, либо транзитный участок. Эндуро — это такой формат, где может любой человек на любом велосипеде участвовать. Не на шоссейном, конечно, на горном велосипеде. Там был такой мальчик, Костя, ему было 6 лет, и он абсолютно так же проехал, как и все взрослые дяди и тети, 4 спецучастка. Эндуро, оно объединяет не только 2 дисциплины, даунхилл и кросс-кантри в одну, но и привлекает новых людей в МТБ, в горный велосипед.
Первые 25 участков я проехал ровно, на нашем языке называется стабильно. И потом после этого последние 2 участка, 3 и 4, ехали просто в облаке, из которого шел дождь. Высохшее русло речки было горной, и там очень много было больших камней. Я не попадал в траектории, потому что вот когда я тренировался, там было сухо, и как бы там было одно, тут уже другое, и как бы я не попал ни в одну из траекторий, и, получается, меня выкинуло, и вот эта ветка меня цепанула, и я упал. Вот. После этого, конечно, вот там просто встаешь вот так, боже, что происходит, и уже как бы едется по-другому. Потом у меня еще руль покривился, тормозная ручка вниз ушла, и уже ощущения байка другие. И в таких случаях, конечно, нужно быть готовым и не терять концентрацию. Тусовка была самая, что ни на есть, богемная, да, можно сказать. Лучшие из лучших из России приезжают каждый год в Алушты, чтобы кататься. Народу много, есть болельщики, да, вот обычные люди, которые в горах там ходят, с рюкзаком, они за нас болели, говорили, вперед, давай, то есть вот атмосфера праздника, чувствовать дух эндуро я почувствовал именно вот там. Познакомился с ребятами, есть такая команда, «Борщ» называется. Несколько ребят, у которых один стиль катания, один взгляд на жизнь, но они такие активные, прикольные. И вот с ними мне было прям вообще по кайфу катать, потому что я, вот, катаясь с ними, я не давал себе поблажить. Не думайте, езжайте. Я думаю, я вот так же просто спонтанно купил билет, взял и поехал. Будь что будет. Если сильно заморачиваться, ты, может, настолько будешь копаться, вот этих, значит, взять то, это, сделать так, ага. Новые колеса, а денег нет, вот ты никогда в жизни не поедешь. Я тоже хотел, конечно, там колеса все новые, подсидел телескопические, там руль у меня был кривой. Просто денег не было на это. Я подумал, да, и что, и поеду так. Дорогие друзья, увидимся ровно через неделю. Это была передача «Пропеллер». До новых встреч! Заходите в наше сообщество в ВКонтактах Проб ТВ, смотрите наш канал YouTube. Всем пока! Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.